рады приветствовать в студии «Репортер KG» Виктора Казадоя, выдающегося российского историка, чьи исследования проливают свет на тысячелетнюю историю сибирских кыргызов. На днях в Бишкеке состоялась знаковая презентация его новой книги «Цивилизация сибирских кыргызов». Важность этого события подчеркивает присутствие госсекретаря Кыргызстана Марата Иманкулова, а также ведущих экспертов из Кыргызстана и Казахстана. Особое внимание привлек тот факт, что президент Садыр Жапаров был замечен читающим эту книгу во время своей поездки в Пекин. Все это говорит об огромном интересе к этой фундаментальной работе и значимости исследований Виктора Ивановича. Виктор Иванович, добро пожаловать в нашу студию. Спасибо. Репортер KG также является вашим фанатом. Следим за вашими трудами. Очень рады, что вы у нас наконец в гостях. И на этот раз у нас будет с вами очное интервью, а не как в прошлый раз из самолета. Виктор Иванович, что послужило основным толчком и вдохновением для написания трактата о кыргызской цивилизации? Ой, Владимир, я уже так много раз на эту тему отвечал за последние 3 года. А, Мотив, он очень простой, как бы такой упрощенный. Я всю жизнь занимался фактически как профессиональный историк, историческое образование, доктор наук по истории. Основной, как бы, предмет исследования у меня всегда это была история Сибири. Там разные временные периоды, как бы персоналия маленько. Плюс я всегда люблю изучать такие переломные моменты, связанные вот революции, государственные перевороты. Все, что связано как бы вот с такими переломными моментами в истории. И во многом приложение как бы вот к Сибири. Ну, так получилось как бы так. Даже вот у меня есть книга про лидера а, движения «Алаш» Казахстана, Алихана Бутиханова. Это тоже во многом связано с историей Сибири. Потому что «Алаш» это занимался вот, в годы гражданской войны, временное сибирское правительство. Я через это перешел, как бы изучая Сибирь, вышел на «Алаш», и я понял, что изучить этот период времени без знания «Алаш», как бы, это сложно. Ну и дальше так увлекся. Тут такой персонаж исторический, как Бутиханов, и мне в целом вышло это вот в отдельную монографию. Очень удачный такой проект был для меня, как бы очень нравился. А потом, после этого, пандемия была, я решил как бы заняться научно-популярной такой работой по истории Сибири. О, Дело в том, что, ну, я же российский историк, занимаюсь историей Сибири. У нас там есть куча своих проблем, своих, так сказать, заморочек. Вот такой научно-популярной работы по истории Сибири, чтобы взять, например, там почитать как по истории Греции, да, историю Рима, что-то интересное, ее просто не было. И когда я там еще планировал заниматься, у нас было только одно академическое издание истории Сибири 68 года, но это академическое издание не для широкой публики. Потом вот последние годы вышло еще 3 тома академического издания. Но они такие, как бы написаны наукообразным языком, не для широкой публики. Вот, а у меня было стремление, как бы, что история как и наука, и как искусство одно определяет народу, чтобы народ знал, как бы, и мне самому это интересно. И я начал работать по истории Сибири с древнейших времен, потому что у нас там много вот таких трендов всегда было, что якобы Сибирь — это земля не историческая, это еще с 18 века идет. С Минера он закладывал эту основу. Ну, не потому что хотел навредить, просто это был уровень знаний того времени, как бы, в этом плане. Но эти тренды, они все сохранились и до сих пор как бы идут, что до фактически 16 века в Сибири особо ничего не было, как бы до похода Ермака. И только вот когда Ермак пошел в Сибирь, тогда что-то тут затеялось. У меня всегда как бы было противодействие этому внутреннее. Я решил как бы сделать, как бы, ну, исходя из тех источников, которые там у нас есть, я умею этим делом заниматься, и начал составлять вот эту всю карту, так сказать, дорожную, да, по хронологии, начиная с 3 века до новой эры. И письменные источники появились там, начиная Хонна, Сяньби, Жжаня, Тюкю, древние тюрки, уйгуры, кыргызы, потом дальше там уже монголы. И
Я же такой человек дисциплинированный, да, у нас воспитание, традиции. Я читаю работы коллег, я как бы понимаю, там все пишут, что все это Сибирь, Центральная Азия, это все степь, это все кочевники, кочевая культура. Ничего против не имею, как бы все это дело. Но накапливая и нарабатывая материал, я увидел, что киргизы у меня из этого общего ряда выбиваются. Я никак понять долго не мог, потому что, ну, умные люди же писали, что это кочевники. В чем как бы вопрос-то, собственно говоря. А с другой стороны, я же как объективный исследователь должен анализировать все наличие как бы источника. А там я вижу как бы по источникам, что было развитое земледелие, были там ирригационные каналы, были, значит, металлургия и очень много других вещей, что люди вели оседлый образ жизни. Мне сама по себе эта тема, она стала очень интересна, особенно меня произвело впечатление, конечно. Это наличие ирригационных каналов, очень большие, то есть, потому что по истории древнего мира мы изучали это вот Древний Египет, Месопотамия, Индия, Китай, и тут на тебе Сибирь, каналы, как-то не совсем как бы складывалось, да. Поэтому я увидел, что эта тема перспективная, она интересна, в первую очередь для самого себя, для самосовершенствования, самопознания. Я начал этим делом заниматься. А, то есть вот, отвечая на ваши вопросы, очень многих, у меня никогда не было мотивации вот изучать специальную историю Киргизов, или тем более Кыргызстана. Я здесь ни разу не был. Тут у меня ни родственников, никого не было. Как бы. Главный мотив — это история Сибири. И там вот нашел для себя лично такой народ, кыргызы. Мне показалось это очень интересно, очень перспективно с точки зрения научной работы и исследования. И я как бы начал так немного углубляться, начал писать в Фейсбуке. Я так, у меня есть такой принцип жизненный, к делу относиться серьезно, к себе с юмором, где-то с иронией, самоиронией. У меня там много фанатов, друзей в Фейсбуке, ну, наши там сибирские. И я им так пишу, как это из рекламы. Говорю, сидите здесь, вот, ничего не знаете. А вот на самом деле, как бы тут, как это реклама была, а мужики-то и не знают, как бы. И я там пишу, Серега, вот сидишь там, дуру гонишь, как бы, ничего не знаешь, как бы. А тут киргизы были, тра-та-та, там все. Мне как-то, смотрю, что-то, друзья стали записываться с Кыргызстана. А я даже и понять не могу, ну, чё, собственно говоря, никакого отношения это не имею. Пишут и пишут и пишут. И так вот постепенно начал как-то заниматься. Думаю, да, я посмотрю, в чем как бы, причина. Потом думаю, надо сверить шаги. Если раз есть Кыргызстан, наверняка там есть работа. Сверить, как они воспринимали сибирский этап. Начал искать академическую историю Кыргызстана и не нашел. Не нашел, чему сильно удивился, что ее просто нету. Ну, я начал писать, говорю, помогите найти, не могу найти, потому что я не мог допустить, что нету такой истории. А потом мне говорят, что да, нет, вот последняя клиническая история, это издание было 1984 года, то есть это не то, что прошлый век, это прошлое тысячелетие, другая формация, другое государство, совершенно понятная методология, где вот такого современного понимания как бы нет. Ну, описание имеется в виду. Что меня сильно удивило, потому что я, например, активно работаю с коллегами из Казахстана. Вот они сейчас создают очередное издание «История Казахстана», семитомное издание, как бы это очень интересно. И, по сути дела, во всех государствах такие издания есть, как бы осмысление свое, кроме Кыргызстана. И мне это стало несколько удивительно. Я не собираюсь давать оценки, это не мое дело, как бы. Я просто для себя, как бы, с точки зрения поиска, работы, как бы. Поэтому начал сам углубляться, смотреть. Увидел, что есть несколько концепций. и Они такие противоречивые концепции. Некоторые, как мне показалось, они очень надуманные, какие-то там за уши притянутые, как я для себя определил в этом плане, как бы. А многие просто вот сама эта история, она больше такая фрагментарная. То есть описывают какой-то сюжет,
Второй коллега описывает то же самое же с другой стороны. Какой-то критики нету, объяснения. И в результате, если человек вдруг захочет разобраться, он запутается окончательно. И некоторые коллеги сами запутались, да, и людей запутали как бы. И вот я пытался, по крайней мере, в первую очередь, сам для себя разобраться и для истории, потому что я увидел, что вот государство киргизов — это первое государство на территории Сибири. То есть для нас, для сибиряков, это как для истории территории, края, это очень значимое событие, как бы довольно важное. Ну и тем более до третий век, до новой эры, когда говорят, что раньше 16 века ничего не было, можете представить как бы мои эмоции, мои настроения, что вот на тебе, как я там шутку говорил, Колумб открыл Америку, а я открыл в Сибири. Там государство так, ну, для молодежи это смотрит, это троллить там своих коллег-историков. Мы же все друг друга любим, там прям коллеги друг перед другом, как бы, поэтому так. Ну, а дальше это вылилось во все это дело. Нашел, вернее, нашлись партнеры, которым я очень благодарен. Со временем а, наладил контакт с целым рядом ученых, историков, филологов, с которыми контактировали вот на протяжении нескольких лет. Это очень важно, на самом деле, потому что мы делаем одно общее дело. Любой историк, мы занимаемся изучением истории человечества как такового. История конкретного народа — это определить место народа в этой мировой истории. Вот. Не противопоставить там кому-то, да, показать, что этот лучше, тот хуже. Так вопрос не ставится, не должен ставиться. По крайней мере, я в этом никогда не участвовался, участвовать не буду. Главное обозначить это место. Мне вот важно, например, место Сибири в мировом процессе. Я вижу, что на территории Сибири зарождались и проходили действительно события мирового уровня. Именно вот с Южной Сибири вышли первопроходцы, Колумбы первобытного века, которые через Сибирь Восточную, через Якутию, Чукотку, Берингию дошли до Аляски и стали прародителями современных индейцев. То есть, если бы этого не было, Колумб бы приплыл, его бы никто не встретил, и ему открывать было бы нечего. А во многом это, конечно, выходцы как раз с территории Южной Сибири и как бы предки. То есть это громадный процесс. Переселение, великое переселение народов тоже во многом зарождалось как бы и хунны, там их одна часть, как бы, которые стали хуннами, тоже как бы проходили через Сибирь туда, в Европу, и там веками их кошмарили европейцы. Жижане, которые стали аварами, тоже как бы. То есть это был очень такой важный а, момент, да, исторический о, в истории Сибири, который, к большому сожалению, мало изучен, еще меньше, мало описан. На самом деле, как бы работа есть, но они как бы вот, не входят в такой оборот. То есть ученый написал, где-то там лежит это все, да. Ни коллеги не читают, ни журналисты не преподносят. А история, потому что, ну, вот понимаете, ситуация какая. Я не знаю, как сейчас там в школе изучают, а мы вот изучали там война белые, алые, розы, когда там с одной стороны 200 человек, с другой 300, где-то там в далекой Англии. Какое мы отношение к этому имеем? И я все время говорю, а мы не знаем в это время историю соседей своих там, ни Казахстана, ни Кыргызстана. И это очень плохо, потому что это надо знать историю друг друга, потому что именно это дает ключ к пониманию, а без понимания не будет взаимодействия. А у нас должно быть взаимодействие. Как один мудрый человек в Кыргызстане мне сказал, говорит, у нас есть говорит, такая поговорка, что родители, родители соседей не выбирают, они даны свыше, а мы исторические соседи. Нам надо изучать. Ну, а Сибирь для меня это мой родной край. И я, собственно говоря, вот историей Сибири-то и занимаюсь. А там так оказалось, что да, древнейший народ, прародина, это были киргизы, которые дальше там развивались. Вот сейчас это связано уже с территорией Кыргызстана.
Но в презентации у вас отсылка была тому, что с кыргызами у вас судьба свела еще в далеком детстве. И вот я открываю это атлас истории СССР, смотрю Сибирь, и там красными буквами написано «Кыргызы». Что такое? В учебнике ни слова не было о кыргызах. Именно не киргиза, а кыргыза. Такими большими местное население. Но я-то знаю, да, седьмой класс, географию, что есть Киргизская ССР, Тяньшань, где находится, причем тут Сибирь. И почему неправильно написано не киргиза, а кыргыза? Попытался у учителя узнать, учитель ничего не знает. И я прихожу к выводу, ну, мощный аналитический ум в 13 лет, я прихожу к выводу, что это была ошибка типография, что они ошиблись, неправильно сделали название и неправильно разместили. И прямо в этом атласе я как раз ручкой указал на Тиньшань, что там они жили, а кыргызы и переправил на «и», ну, как правильно. И довольный сам с тобой. Сейчас, наверное, уже как шутка можно воспринимать. Но там, на самом деле, и как было. Я с детства интересовался историей, коли у меня это был любимый предмет. У меня два предмета было: история и география. А, И вот в седьмом классе мы изучали, был предмет история Советского Союза, СССР. И к этому учебнику полагался атласа, карта территорий, там, границ, государства, всякие разные. В том числе там была страничка на народы Сибири. Народы Сибири. Мне 13 лет, я седьмой класс. Уже я вчера тоже говорил, 13 лет. Ребята считают себя самыми умными. Учителя несколько глуповаты для них. Родители замшелые, уже древние, мало что понимают. А в 13 лет вроде как бы ты уже все постиг, все знаешь. И когда я смотрел эту карту, да, мне стало вообще непонятно, потому что там красными буквами район Енисея был обозначен как народы, проживающие кыргызы. И я спросил у учителя, учитель вообще не в курсе, и в учебниках ничего не было написано, поэтому было только в этих картах. Но я-то прекрасно знал и понимал, что есть Киргизский СССР. И правильно, ну, в кавычках, да, правильно, это киргизы, а не кыргызы. И выяснить я никак не мог, как бы, но благодаря громадному аналитическому уму 13-летнего школьника я пришел к выводу, что это просто-напросто типографическая ошибка, которую в типографии сделали. И ручкой переправил кыргыз на киргизы, и зачеркнул, поставил, и стрелочкой отвел Сибирь на Тиньшань, что там это все правильно будет. И довольный таким глубочайшим аналитической работой мозга, довольный сам собой, и успокоился. Это было 50 лет тому назад. И вот потом, видимо, самой судьбой как бы предначертала, чтобы я эту свою школьную ошибку исправил. Какую главную идею или мысль вы хотели донести до читателей? Какой путь вы проделали для получения всех данных для вашего труда? Вы как раз говорили о 60 тысяч километрах на автобусе, пешком. Но что касается пути, я не отношусь к категории так называемых лабораторных ученых. Я считаю, что надо самому посмотреть, руками потрогать, почувствовать энергетику, почувствовать масштабы. Поэтому, когда я углубился в тему сибирских киргизов, я считаю, что в историографии есть термин «нетийские киргизы». Я считаю, что это не совсем корректный термин. Он как бы сужает территорию и значимость. А, Корректнее будет говорить сибирские киргизы, потому что они занимали очень большую территорию на территории Сибири, как бы. Поэтому это более соответствует. Тем более термин «Енисейские киргизы», он сложился стихийно. Никакого теоретического обоснования или осмысления его не было. Ну, так вот сложилось просто там, друг за другом, и все. И цепляться за него особого смысла нет. Как бы проработки такой не было глубоко. Для вот исследования я побывал в 3 странах.
Ну, естественно, Россия, Казахстан, Кыргызстан. Это у меня главные рабочие места. Это библиотеки, музеи и архивы. Смотрите, вот в общей сложности 3 страны, а, более 30 городов, везде как бы ездил. Ну и где-то в общей сложности там самолеты, поезда, на конях, на мотоциклах, везде как бы автобусы, зимой-летом, ну, более 60 тысяч километров. Это довольно серьезная как бы территория, как бы. Привокзальные кафе, привокзальные мотели, там, гостиницы, как бы. С рюкзаком на плечах, как бы. Я ходил, как бы, собирал материалы вечером, где-нибудь там в гостинице. Писал тезисы, которые потом переписывал. Потом, как заповедь у бюрократа, когда написал, бумага должна отлежаться. Потом берешь, читаешь, или кто же этот бред написал, как бы рвешь, выбрасываешь, пишешь заново. Ну, это обыкновенный рабочий процесс, он так и должен быть, как бы. Что всегда, когда говорят, вот там кому-то понравилось, не понравилось, я говорю, мне это меньше всего интересует, потому что уже в моем возрасте и в моем положении, как бы, мнение окружающих, и нет стремления понравиться кому-то на стороне. Самое сложное, тяжелое — это понравиться самому себе. И когда чтобы тебе это все удовлетворяло, ты понимаешь, что тебе уже не стыдно за свою работу, как бы, в этом плане, да, и, ну, чего-то еще там, таких моментов. Мы уже люди такие, которые едем с ярмарки, карьера позади, все, стремление, желание особенно позади, уже потребностей в жизни маловато. И раньше как бы стремились мы покупать пиджаки всякими лейбами, модные. Сейчас я уже много лет хожу. У меня есть пара джинсов, какие-то тапки. Главное, чтобы это было все удобно уже. Потребности в питании как бы уже. Могу много себе чего позволить, но здоровье уже не позволяет, как бы. Ничего, как бы так. Поэтому сначала мы к чему-то стремимся, а потом выясняется, что это нельзя, того нельзя, этого нельзя. Поэтому есть диван, на котором лежу, никого не трогаю. Есть любимое занятие, как бы история. Я считаю, что у меня есть большое преимущество перед многими коллегами. Мне не надо ни с кем там согласовывать свои действия, свои концепции, никаких там этих ученых советов, никаких там кафедр, как бы там собирается куча умных людей, да, начинает морщить лбы, там что-то говорить. Нет там такой зависимости. Я сам себе как бы режиссер. Как бы знаю, что такое вот эта вот научная бюрократия. Я сам был директором Института истории Сибирского отделения Академии наук. Я это все хорошо знаю. Это мало приятного как бы в этом плане. И сейчас я в таком положении, что у меня абсолютная свобода творчества. Надо мной только в духе сибирских киргизов, а на земле это мои читатели. Говоря о творчестве, вы упомянули, что книга написана в легкой, непринужденной форме, на понятном для большинства читателей языке. Насколько сложно было сохранить научную строгость монографии, делая при этом изложение доступным для масс? На самом деле, я должен сказать, ту стилистику, которую я использую, это не я автор этой стилистики. Я взял как бы последователь традиции дореволюционных российских ученых, которые свои научные работы излагали вот в такой доступной, популярной форме. Из современных мне нравится примерно в таком плане, как бы, у которых я учился, это французская научная школа. Их, когда читаешь в монографии, это как некий любовный роман или приключенческий роман. Вот российская, да, советская, это во многом связано было взаимодействие с немецкой школой, где надо было так понаписать, что там мозги всем запутать, как бы, и себя запутать, как бы, и непонятно чего. Вы понимаете, я ведь тоже продукт советской системы, да, и первые мои книги, а у меня это уже 14-я книга, я писал примерно в такой вот стилистике. Но я потом понял, что, ну, в лучшем случае ее могут полистать, почитать там два-три человека. Когда узкая тема, написанная наукообразным языком, тут надо как бы разделять два понятия.
наукообразный язык и наука. А вот наукообразный язык — это не значит наука, это не главный признак. Как бы. Наука — это производство новых знаний. Есть новые знания, значит, есть наука. Ты можешь написать цветастым языком, каким-то там термином, там всех запутать, показать, какой я умный, да, якобы. А смысла там нету никакого. И таких работ большинство. Более того, я могу сказать, вот я знаю таких людей, у нас вот, например, они писали научную статью, а потом у него дома были там словари а, иностранных слов и выражений, и они русские слова меняли вот на иностранные выражения специально, как бы, чтобы люди там читали и с ума сходили, что главное побольше непонятного. А я хочу, чтобы вот мои книги читали, чтобы не расходились. Что касается научности, соблюсти, у меня все тезисы подтверждены. Говоря о дискуссии как раз, у вас же есть свои оппоненты уже, я так понимаю, в Кыргызстане. И как к подобным трудам относятся у вас на родине, в России? Но относятся везде по-разному. Тут надо разделять как бы несколько моментов. Когда вы говорите оппоненты, да, а, говоря строго научным языком, их нет, оппонентов. Потому что дискуссию можно строить только на основе научной критики. И сказать, я никогда ни от кого не прятался, я не ухожу в дискуссии, я наоборот все 3 года, кто следит за моими публикациями в Фейсбуке, я всегда говорил, коллеги, давайте дискутировать. Ну, научную дискуссию. Хамство, ругань, оскорбление — это не дискуссия. Я на самом деле тоже могу так. Русский матерный я знаю на отлично. То есть это люди должны почитать работу, проанализировать и указать там, где не согласны или с чем-то не согласны. Да, подтвердить. Вот что они должны анализировать? Корпус источника, полнота, неполнота, что, дескать, вот проигнорировал какие-то источники, методологию, да, методы исследования, корректные, некорректные, какие-то такие моменты еще как бы смотреть. Есть определенные требования к научному лицензированию. Форма — это либо научная статья, либо в своей монографии, либо на конференции где-то. Вот что касается оппонента, дискуссия. А если там в Фейсбуке даже там доктор наук или академик якобы пишет, что да кто он такой, он вообще никто, как бы, или как один там ученый сказал, книга Казадоя настолько антинаучная, что я даже ее читать не буду, то это говорит только о низкой квалификации самого этого доктора наук. Потому что ни один ученый, вот так сказать, о чем-то, чего он не знает, просто не может. И ни один серьезный ученый этого делать не будет. Это тем самым человек не только на меня как бы нападает, он показывает сам себя, свой низкий уровень квалификации. Вашу книгу читает лично президент еще до официальной ее презентации. Это тоже о многом говорит. Ну, так получилось, я тут не виноват. Как бы. Потому что для меня это для самого было большое. Как бы. Я на презентации говорил, вполне как бы в начале сентября в Фейсбуке мне прислали фотографию, где уважаемый президент Кыргызстана, фотографию, он читает мою книгу. И я подумал, что это фотошоп, искусственный интеллект, сейчас же много чего. И я сразу тем, кто пишет, так в Фейсбуке все осталось, я говорю, ребята, ну прекратите хулиганить, как бы, это не повод для шуток, и не то, что, ну зачем? Ну вы надо мной смеетесь, как бы, я уже привык, у меня кожа как у слона, мне это уже без разницы, а тут как бы не совсем правильно. А мне говорят, да нет, это все правда. Я говорю, да ладно, хватит. Ну, я не мог себе представить себе такого. Как бы. Ну, просто как бы не мог. Вот я ничего для этого не делал. Как она попала, я понятия не имел. Как бы. Я зашел на сайт президента, думаю, перепроверю. Ну, как, я же ученый, как бы, надо перепроверить. Смотрю, правда, фотография на сайте. Я был очень удивлен в этом плане. Действительно, еще до официальных всех презентаций оказалось, что президент Киргизстана оказался мой первый читатель. Это довольно приятно. Подскажите, вот в чем, на ваш взгляд, заключается уникальность кыргызской цивилизации в Сибири, отличающая от других народов региона?
Ну, в своей работе я как бы, у меня такая генеральная линия, там несколько есть аспектов. Первое, которое я оказываю, что вот сибирские киргизы, они были создателями, ну, как говорил Брадель, это величайший историк, а, создателями двух величайших достижений, это собственной государственности и цивилизация. А у киргизов в Сибири была государственность продолжительностью 19 веков, с конца третьего века по начало 18 века. Это очень много, на самом деле, как бы знаменательная история. И второе, это вот то, что они были создателями и носителями локальной цивилизации. И я ее назвал «Пятая речная цивилизация». Ну вот, Древний Египет, Месопотамия, Индия, Китай, вот, Енисей, Абакан, река, это вот плюс мелкие реки. Это речная цивилизация, это пятая речная цивилизация. Это каналы, ирригация, земледелие, ремесло высокохудожественное, а, целый ряд таких. Ну, то есть первый период где-то с третьего века по конец X века, третий век до новой эры, то есть более 1000 лет, в основном это был народ оседлый. Причем, например, вот ошибка очень многих, критическая ошибка очень многих наземных, так скажем, ученых, американцев и прочее, они совершают изначально концептуальную ошибку. Они воспринимают для киргизов как кочевников исключительно. И пытаясь анализировать их общество, они применяют критерии, свойственные кочевникам. Отсюда, если ты выбрал неправильный инструментарий, у тебя будут и ложные выводы, собственно говоря. Поэтому очень важно как бы определить вот сам предмет исследования, как бы выбрать нужный инструментарий. Мне кажется, что мне это удалось сделать. Скажите, на презентации вы затронули также отдельную тему главы про тюркский мир. Можете ли вы подробно объяснить, в чем заключается эта своя субъектность кыргызов, которую вы выделяете? Ну, там, понимаете, как бы вопрос вот какой. Я когда начал заниматься, на меня вышли некоторые коллеги, которые а, очень так быстро и скромно говорили, что я ничего не понимаю, ничего не знаю, как бы, и вообще все уже понятно. Никакой такой особой киргизской истории никогда не было. Это просто часть общей тюркской истории. Вообще есть такой тюркский мир, или древний тюркский мир, или еще чего-то, как бы. А киргизы вообще выходцы одной из племен от древних тюрков. И я начал просто углубляться в эту тему, ну, чтобы разобраться, что к чему. И я там выделил несколько моментов, что на самом деле как бы идет очень большая путаница, либо неосознанно, а кто-то и специально путает, потому что есть одна из самых главных ошибок — это пытаться современное понимание перенести на историю, на древность. Вот современное понимание тюркоязычных народов относить к древности — это неверно, это неправильно. Как бы там была своя история, как бы, другая. И то, что мы имеем сейчас, как бы, да, я современностью не занимаюсь, как бы, то, что есть тюркоязычные народы, так себя считают, это слава богу, как бы, на здоровье, как бы. Но наша история это не имеет особого отношения. По поводу происхождения, что там якобы вышли в VI веке, там и на Алтае, это не все. Ну, понимаете, в чем слабость этой концепции? В чем слабость концепции? Несколько моментов. Первый момент. По китайским летописям и источникам первое упоминание о киргизах, в том числе как государство, это третий век до новой эры. То есть, если вы говорите, что киргизы образовались только в VI веке и вышли от народа там тю, да, то вы должны тогда объяснить предыдущие 7 веков. Кто это? Либо вы должны честно сказать, что это были не киргизы, киргизская история не имеет никакого отношения, а только вот так с этого. Это будет нормально. Но вы даже этого не говорите. То есть в одной главе говорите, первое упоминание был третий век, потом это все обрывается. О чем я говорю, фрагментарность. Начинаю говорить про VI век, что вот было там 4 племени. Это все версия господина Клишторного, археолога.
Он написал это в своей заключительной работе. Причем предыдущая работа, он это все, так скажем, вывел этого околонаучного гуся из легенды. Просто из легенды. Никаких там других источников нет. Причем в работе 93 года у него не было такого, а в 2005 году он якобы там осмыслил, домыслил как бы и вынес такое. А суть там заключается в следующем, что когда образовался Тюркский каганат, вот, ну, мы называем его Тюркский каганат, в то время его так не называли, а народ Тюркю, все это был как бы Тюркю, они поехали в Китай, и китайцы не спрашивают, вы кто? Они говорят, вот мы такие, такие самые крутые, и у нас там вот такие народы, в том числе киргизы, это один из нас. Ну, как я понимаю, с таким намеком, что если они будут за независимость бороться, надо иметь в виду, что это все равно наши, это просто сепаратисты, их поддерживать нельзя. То есть чисто политический такой момент был. И китайцы записали. Ну, то, что им рассказали, они записали. То есть на самом деле к этой легенде киргизы не имеют никакого отношения вообще. Называется «Без меня меня женили». И если мы проанализируем как бы этот источник, но он не выдерживает какой-то серьезной научной критики, чтобы на основе этого как бы вот исходить. Поэтому я и говорю, что раз это была своя государственность, своя цивилизация, свой древний киргизский язык, то мы вправе говорить о своей субъектности, отдельной субъектности кыргызской. Потому что и кто бы сейчас там что ни говорил, все идет такая попытка а, показать кыргызов как вторичная, третичная история. То они там у хуннов, то у тюркю или древних тюрков и так далее. И, конечно, тут вот идет политизация очень серьезная, ненужная, так сказать, которая мешает как бы в этом плане. То вот некоторые даже там горячую голову там задают, там ведет к раскол там киргизов, казахов. Ну вот вы вчера были на презентации, вы видели, что на презентацию, например, приехал директор института истории и этнологии э, Академии наук Казахстана, Зейбек Кабульдинов, академик, казах, который поддержал, высоко оценил, он читал эту книгу, как бы. Понимаете, умные люди, ученые, как бы, ну, там нет таких вопросов. Все понимаешь, что это наука, это история, надо заниматься. Но есть очень много горлопанов, как бы, да, которые сами безграмотные и пытаются действительно политизировать, притащить. Никто же не возражает. Вы говорите, если в современном плане, как бы, по тюркский мир, вы дайте определение, что это такое, что мы должны понимать под этим делом. И если там читаете так, ну, и считайте, как бы, нормально доказывайте. История вообще наука доказательная. И я постоянно, как бы, уже 3 года говорю, господа, давайте будем говорить языком науки. Факты, источники, документы. Вот ваши оценки меня лично, они меня мало интересуют уже, собственно говоря. Просто вот национально. Это никому не интересно. Я делаю историю, я отвечаю за каждый тезис, у меня там есть доказательства и подтверждения. Вы вправе читать, анализировать, давать свои опровержения, то есть свои источники, а не так там какие-то эмоциональные оценки. Это все надо оставить в стороне. Вот и все. Я вижу, что у киргизов была древнейшая история. Она обладала своей субъектностью. И это очень важно, на самом деле, на мой взгляд. Потому что вот эта попытка сунуть куда-то... У меня в книге там очень много этому посвящено. Я показываю эволюцию вот этих подходов. Когда это все началось, попытка историю киргизов куда-то там пихнуть. Я думаю, то, что о чем мы говорили в самом начале, отсутствие академической истории кыргызского народа, это вот одно из направлений, что просто считаю целенаправленно, что у киргизов не должна быть своя история, надо заниматься, ну, как бы, я с этим не согласен, по крайней мере, в части Сибири это все было не так. И почему я должен с этим соглашаться и идти у кого-то на поводу, тем более, когда у людей нету ни доказательств, ни научных знаний, ни теории, как бы. Не нравится то, что я написал, ну, напишите свое, напишите лучше, как бы. Мы только порадуемся. Никто же не запрещает.
Я не могу запретить. Ручки мы не отбираем, компьютер не ломаем. Все. У вас на презентации присутствовал госсекретарь Марат Иманкулов. Он как раз поднял тему о кыргызском алфавите, письменность нетюркская. Вы прекрасно изложили раздел, как один из признаков цивилизации – это письменность. У народа, который имеет цивилизационный путь, у них должна быть один из признаков – это своя письменность. Я ездил во многие страны, читаю в книгах, фильмах, везде описывают, что древнетюркская письменность, вот это орфано-енисейская письменность, древнетюркским называют его. Я как прихожу к логическому логические рассуждения о том, что раз, если она считается енисейская, надо же еще доосмыслить до этого. Она в это время, это тысячи лет назад, когда эта письменность появилась, тоже жил в этом регионе. Ну, не сами же реки Енисей и Орхон написали. Написали, наверное, его люди, проживающие вокруг этой реки, рядом с этой рекой, и обитали там. Ну, кроме кыргызов, как и в ваших трудах, и в других трудах других наших историков, я вижу, что э, на этом пространстве, кроме кыргызов, никого не было до этого. Это была великая цивилизация. Поэтому я с вами полностью согласен. Мне кажется, надо уже переименовать. Здесь никакого я не хочу тягаться с нашими историками, пускай действительно это была кыргызская письменность. Я так понял, что в будущем он собирается привлечь вас к научному обоснованию. Не, ну у нас такого разговора не было, как бы, да. Для меня это было вообще большое удивление. А, Мы перед презентацией стояли на улице, там разговаривали. Он говорит, что-то все по стойке смирно вытянулись, а я даже не понял, о чем речь идет. И оказалось, подходит госсекретарь, говорит, знакомимся, представляете, как бы. Я понятия не имел, кто будет ли вообще кто-то. И как-то, ну, без всякого. Никаких у нас разговоров не было, бесед не было. Мы просто рядышком сидели и беседовали. Очень приятная беседа была. И потому что мы люди молодые, нас не понять, а мы находимся примерно в одной возрастной лиге. Поэтому как бы так приятно было пообщаться, как бы человек довольно эрудированный, спокойно, как бы так все это реагировал живо. Как мне показалось, был проявлен некоторый интерес в моей работе. Это довольно приятно. Но во что это выльется, я не могу сказать. И, ну, выльется. Не выльется, будем сами работать. Так, конечно бы. Я-то ведь исхожу с точки зрения, что это одно общее дело. И я готов работать вообще со всеми, кто не против нас. За всеми. Там не надо, чтобы там кто-то нравился, кого-то любить, не любить. Есть дело, да, есть работа. Мы работаем, как один мой знакомый говорил, мы же работаем сейчас на вечность, поэтому вот на вечности надо работать, как бы показывать. Все люди смертны, как говорилось в известном романе. И Боун говорил, ну, самое печальное, что люди внезапно смертны. А когда подходишь к этим рубежам, задумываешься о смысле жизни и понимаешь, что в этой жизни надо оставлять какие-то следы. А работая чиновником, как бы оставляя после себя целую кучу протоколов и стенограмм заседаний, это не те следы, которые можно. А вот книга, история, да, которая расходится по библиотекам, это как раз те следы, которые больше всего и привлекают. И это очень приятно. Не, ну что вы лицемерить, да, вы вчера видели, я когда вышел, посмотрел в зал, там более 600 человек, конечно, дыхание сперло, потому что я не знаю, у кого-то из историков там в Новосибирске были такие встречи президента. Я сильно сомневаюсь в этом, как бы. Далеко не каждому суждено пережить такое, ну, как бы, счастье, наверное, но чтобы так вот люди не по административному звонку
написал объявление, что кому интересно, приходите, приводите там друзей, знакомых, пообщаемся, поговорим. И драмтеатр, я там как зарубежная звезда, как бы там, да, певец, поэт, люди приходят. Это, конечно, очень приятно. У меня была супруга, она то смеялась, то плакала как бы от восторга, потому что я первый раз в таком состоянии, как бы никогда не видела. И на себе это почувствовать. Это, конечно, громадная ответственность еще добавка ко всему. Ну, это не так-то просто. Это же доверие людей. Главное не обмануть это доверие. Вы назвали себя первооткрывателем и первоисследователем как раз новой цивилизации. Побывав в Кыргызстане и познакомившись со многими местными жителями, какое у вас впечатление осталось о кыргызах, о Кыргызстане, вообще о цивилизации? Я здесь бываю, да, у меня очень благостно, очень благоприятно. Ну, во-первых, Тяньшань очень сильно напоминает Алтай, так скажем. Иссык-Куль чем-то напоминает Байкал. То есть это наши сюжеты как бы в этом плане. Единственное, как бы, отличие, наверное, что здесь теплее, чем у нас. Я вот сюда летел, у нас уже снег лежит, а тут роздых такой. А летом вообще замечательно. Мы с женой были на Иссык-Куле в июле. Мы там шиковали. Что-то, сейчас, секундочку. Абрикосы 20 сом килограмм, потом черешня 80 сом. То есть на 100 рублей мы там гудили как бы. Ну, так было очень забавно, как бы, в этом отношении. Я за это время тут приобрел очень много друзей. И не только ученые, а просто вот любители истории. Это военные, генералы. Ну, вот так и так. Вчера они были там полковники. Генерал Байзак, очень известный там человек, как бы он постоянно мне пишет, как бы мы с ним общаемся. К сожалению, он не смог вчера приехать, как бы. А так постоянно как бы мы общаемся. И очень много как бы в разных областях. Куда не приедешь, там уже есть знакомые, как бы кто-то знает, с кем ты переписываешься. У меня за все это время вот не было ни одного какого-то момента, даже такого бытового. Даже когда я вот один ходил, где-то там заходишь в магазин, там, в аптеку, я не чувствовал какого-то там отношения такого. Это очень благостно, как бы, и приятно. Я не занимаюсь политической деятельностью, я не слежу за внутриполитической деятельностью, это не мой вопрос. Я у нас-то не занимаюсь. У меня молодость такая бурная была, я уже этого так наелся, и мне не хочется этим заниматься, я хочу заниматься уже своим любимым делом, это вот история, это главное. А так, я и на презентации говорил, и раньше говорил, что народ, который обладал такой богатейшей историей, да, такими достижениями, я вот всем рекомендую побывать, детей свозить в Минусинский музей, это юг Красноярского края, где, наверное, там, ну, треть экспозиции относится к киргизской истории, чтобы посмотреть, вот действительно история, так сказать, народа, она в этом плане. Народ, обладающий такой богатейшей, славной, не побоюсь этого слова, выдающейся историей, просто обречен как бы иметь и хорошие перспективы, хорошее будущее. Я просто в этом уверен. Могу только пожелать и порадоваться, если так и будет.